Саурмаг I, живший в III-II веках до нашей эры, не только второй по счету царь Древней Иберии, но и впервые более или менее подробно упоминаемый во всемирной истории человек, в чьих жилах текла кровь Вайнаха. Так кто он и откуда второй легендарный грузинский монарх, и как его имя связано с чеченским обществом и его древней историей? Так уж случилось, что предки Вайнахов Дзурдзуки волею истории оказались у истоков становления Великого Грузинского царства, просуществовавшего почти 2 тысячелетия. И неудивительно, что Саурмаг стал героем сразу двух народов – грузинского и нахского, потому что он был рожден в царских чертогах от брака грузина Фарнаваза и девы из рода Кавказа племени Дзурдзуков. Дзурдзуками в древности и средневековье называли предков современных чеченцев и ингушей, живших в горах Кавказа от границ Дагестана до границ Сванетия по обоим склонам главного Кавказского хребта. Свод средневековых грузинских хроник Картрис Цхавреба – первая из известных сегодня рукописей, памятник, содержащий бесценные сведения о предках Вайнахов, Дзурдзуках. Есть в этой летописи и описание истории Саурмага, которая прочным образом связана с историей становления грузинского царства. Начало первому грузинскому государству было положено в области Картли. Народ, давший язык всей Грузии, назывался Картвелы. Они жили в центральной части современной Грузии и имели свой религиозный и административный центр – город Мцхету, выше современного Тбилиси. Здесь, в этом городе, от брака городского правителя города и женщины из знатного персидского рода и родился будущий царь Фарнаваз. Когда он был малышом 3 лет, Мцхету захватили воины Александра Великого, под которым подразумевались потомки эллинов и македонцев, владевшие землями от Малой Азии до Крыма, в том числе и черноморскими берегами Колхиды. Мать Фарнаваза, как и многие жители Мцхеты, бежала от захватчиков на север, в горы. Судя по всему, она с сыном и дочерьми была принята дзурдзуками. Здесь, среди мужественных и отважных воинов, и вырос будущий царь Грузии Фарнаваз. Здесь, по-видимому, он встретил и свою первую любовь и пронес ее через всю свою жизнь. Позже, взойдя на царский престол, он мог жениться на любой принцессе государств Передней Азии. Этого требовали и государственные интересы, но он предпочтет деву Кавказа. Уже молодым человеком Фарнаваз с матерью и сестрами спускается в грузинские селения, где к нему, как к единственному родственнику бывших правителей Мцхеты, стекаются грузинские патриоты. Гнет завоевателей стал настолько невыносимым, что даже его сторонники глухо роптали и мечтали свергнуть тирана. На помощь, как рассказывает предание, пришел случай. Однажды погоня за оленем привела Фарнаваза к пещере, замурованный вход которой обрушился под действием времени. В пещере он находит столько золота, что вывозил его с помощью сестер и матери на ослах несколько дней. Этот случай дал ему возможность приобрести сторонников, правителей из Имеретии и Армении. Им были привлечены даже представители греческой знати, однако самыми верными его союзниками стали, конечно, горцы Кавказа, дзурдзуки, чьим воспитанником и названным братом он являлся. Собрав все свои силы, он установил контроль над Картли, а затем победным маршем двинулся на Мцхету. Мцхета торжественно встретила своего правителя, вошедшего в город с телохранителями из братьев Дзурдзуков. После утверждения Мцхете и Картли молодой царь в течение короткого времени подчинил своей власти Кахетию, Имеретию и южногрузинские земли, вплоть до границ Черного моря. Венцом усилий Фарнаваза по строительству нового государства стала династическая политика. Одну сестру он выдал за царя Овсов, мощные военные силы, располагавшиеся за Кавказским хребтом. Сам же, отвергнув все предложения царских дворов Закавказья и Азии, возвел на трон свою первую любовь. Он женился, как говорит хроника, на деве Кавказа из племени Дзурдзуков. Тем самым влияние Фарнаваза распространилось и на горцев Северного Кавказа, чьи военные возможности были весьма серьезными. Без влияния Дзурдзуков по тем временам невозможно было думать о контроле над перевалами. По сообщениям все той же летописи, дзурдзуки стали довольно внушительной боевой силой и были самыми знаменитыми среди сынов Кавказа. Неизвестно, сколько детей родила жена Фарнаваза, но точно известно, что наследником трона стал их сын Саурмаг, еще более укрепивший связи Грузии и Дзурдзукетии. Имя Саурмаг относится к иранскому языковому кругу и означает «солнце» и «мудрость». Итак, Саурмаг – первый в истории чеченцев и ингушей человек, чье имя и биографию подробно донесла до наших времен история. Грузинский историк Джанашвили считал, что Саурмаг правил с 237 по 162 годы до нашей эры.
Но, скорее всего, это годы жизни, так как маловероятно, что он правил 75 лет подряд. Вместе с тем, когда умер первый грузинский царь, Саурмак оставался молодым человеком, еще не успевшим жениться. Этой молодостью решили воспользоваться эреставы, правители отдельных областей, весьма усилившиеся к концу правления его отца Фарнаваза. Эреставы составили заговор против царского дома, и Саурмак, не успевший к тому времени организовать сопротивление, бежал с матерью из Мцхеты. Его путь, как когда-то и путь отца, лежал в горы Дзурдзукетию. Здесь, в стране своей матери, молодой царь нашел надежный приют и защиту. Ни один мятежник не осмелился сунуться в эту область Кавказских гор. Конечно, противники Саурмага предлагали золото за его голову, угрожали разорением в случае отказа, но дзурдзуки стеной вставали за своего племянника. Тем более, что это была старая и сильная традиция, дошедшая, к слову, и до наших дней, взяла вверх. Сын сестры более почетен и обязателен для чеченцев, нежели сын брата. В случае опасности чеченец укрывается в первую очередь родственников матери, они считаются ближе. Обосновавшись в Дзурдзукете, Саурмак начинает готовить войско. Гонцов рассылают во все аулы, лазутчики идут в Картли, где склоняют к повиновению отдельных феодалов. Саурмак требует помощи от своего двоюродного брата, царя Овсов, Сармата, и получает от него конные отряды. Служивое дворянство Грузии, так называемые римские азнауры, также заявляют о своей поддержке молодого царя и небольшими отрядами перемещаются во владения вайнахов. Когда в Дзурдзукете собралось большое войско, Саурмак внезапно спускается с гор и предпринимает военный поход. Неожиданность выступления и превосходство в силах сделали свое дело. Никто не оказался в силах противостоять ему. Подчинив страну и вновь сев на царском престоле, Саурмак наказал изменников и провел решительные реформы. Он отстранил старую знать от власти на местах и возвысил служилую прослойку – азнауров. В то же время, в противовес картлийской аристократии, он возвышает дзурдзуков, которых награждает землями и должностями, как военными, так и придворными. Не забывает Саурмак и о стране своей матери, ставшей ему родиной. Он принимает решение править в Дзурдзукете единолично, но доверяя ее эреставам. Учитывая перенаселенность горных ущелий, Саурмак в массовом порядке переселяет дзурдзуков на южную сторону Кавказского хребта. Причем большие группы дзурдзуков расселяются в Чарталете, близ столицы Мцхеты. Этими действиями Саурмак обеспечил себе прочную власть на севере страны, создал независимый от картлийской знати источник пополнения военных сил и усилил свои позиции в стране и обществе за счет новой дзурдзукской знати, лично обязанной царю. Его можно назвать царем Дзурдзукете. Таким образом, дзурдзуки были прочно вписаны в систему грузинского государства. Владел он, Саурмак, всеми ими родней матери своей, надежно, отмечается в исторических летописях Грузии. Все эти обстоятельства позволили Саурмагу, не опасаясь сопротивления, провести дальнейшие внутренние реформы и укрепить внешнеполитическое положение царства. Надежно укрепив северные пределы государства за счет сарматов и дзурдзуков, которые стали его надежной опорой, Саурмак решил укрепить связи с югом, с великой державой селиквидов, продолжавшей традиции Александра Македонского. Саурмак женился на представительнице одного из знатных персидских родов, однако этот, судя по всему, во всех отношениях благополучный брак не дал наследника. Некоторые данные говорят о 50-летнем правлении Саурмага, но, видимо, это все-таки годы его жизни. Саурмаг скончался примерно в 162 году до нашей эры, так как ни один из его потомков не выжил или брак не дал наследников мужского пола, царь оставил престол достойнейшему, по его мнению, из собственного окружения, которого он некогда усыновил, Мирвану, племяннику жены и представителю знатного персидского рода. Мирван воспитывался при грузинском дворе и отличался поистине выдающимися качествами государя и правителя. Имена Фарнаваза и Саурмага по праву принадлежат 3 народам Кавказа – грузинам, чеченцам и ингушам. Деяния древних героев способны служить благородным примером и для нынешних поколений братских народов.